утро. На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре четверг, 30 марта. Для снижения неформальной занятости в сфере торговли Олег Николаев предложил создать специальную комиссию, которая бы всесторонне рассматривала все нарушения. Пилотным округом, где она начнет работу, станет и Бресенский. По данным Минэкономразвития, в республике насчитывается почти 6,5 тысяч объектов розничной торговли. В сегменте малого и среднего предпринимательства фиксируется низкая зарплата – порядка 23 тысяч рублей, что ниже, чем, например, в сфере культуры. Однако дефицита работников в этой отрасли экономики нет, что странно, отметил глава республики. Чтобы выявить людей, работающих за черную зарплату, и будет создана межведомственная рабочая группа. Стойкость характера, честность и справедливость. Сегодня социальные работники уголовно-исполнительной системы России впервые отметят свой профессиональный праздник. Группа соцзащиты осужденных есть в каждом исправительном учреждении Чувашии. Интересно, что все должности занимают женщины. На их хрупких плечах держится важная работа. Они сопровождают осужденных на всех этапах отбывания наказания, консультируют их по вопросам пенсионного и иного социального обеспечения, помогают им восстановить и поддерживать социально полезные связи, сформировать навыки поведения в семье. Екатерина Михеева уже 12 лет ведет работу по подготовке осужденных к освобождению и оказывает им помощь в адаптации. Свою работу я очень сильно люблю. Считаю деятельность группы социальной защиты осужденных очень важной. Ведь от того, как я сделаю свою качественную работу, будет зависеть напрямую жизнь, дальнейшая судьба осужденных, освобождающих из исправительного учреждения. Яркие и талантливые. В ПФО подвели итоги одного из самых масштабных окружных проектов – фестиваля «Театральное Приволжье». В финал прошли 28 спектаклей из всех регионов ПФО. Эксперты определили победителей в 7 номинациях. Например, лучшим молодежным спектаклем была признана постановка «Вдовы» театра «Формат» Самарской области. В этой же номинации наша республика заняла 7-е место. Экспериментальный театр пластики «Кафедра» представил на фестивале спектакль под названием «Впору». А в конкурсе на лучшую разработку афиши и плаката 2-е место заняла работа Анны Никаноровой из Чувашии. Матвей и София – это самые популярные имена новорожденных в Чувашии за последние 3 месяца. Об этом сообщили в Госслужбе республики по делам юстиции. Однако родители все чаще дают своим детям необычные имена. Так они подчеркивают индивидуальность ребенка. Так какие же уникальные имена можно встретить в нашем регионе? В этом году в республике на свет появились более 2000 малышей. В топ редких имен, которые мамы и папы дали своим новорожденным дочерям, вошли Ося, Эйлин, Тея. Мальчики получили не менее запоминающиеся имена – Родриго, Елизар и Джабраил. Сегодня Международный день прогулки по парку. Отличный повод таким способом отвлечься от повседневной суеты. Будет ли сегодня погода располагать к отдыху на свежем воздухе, буквально через минуту расскажет моя коллега Оксана Верликова. Не переключайтесь.